Йоу-йоу! Сегодня мы посмотрим фильм ужасов «Хараджай», снятый Степаном Бурнашовым и Евгением Осиповым в 2016 году. В описании сказано: жизненные обстоятельства, любопытство, порочность, невежество. 4 зловещие истории, основанные на народных легендах. Компания друзей собирается, чтобы погадать. Где-то в лесу охотники просыпаются в избушке. В командировку в деревню приезжает молодой парень. Незнакомец едет на угнанной машине в другой район. Все эти люди не подозревают, что во время таинственного танха они приходят в наш мир. Итак, фильм начинается с 4 друзей, которые собрались гадать на блюдце в квартире друга Сарелла. Соблюдав все условия для обряда, ребята думают над тем, кого бы призвать. Сарелл же говорит, что по слухам эффективнее вызвать духа человека, который умер плохим способом. И одна из героинь предлагает призвать своего недавно почившего отчима, который, по ее словам, был не совсем хорошим человеком. Все соглашаются и начинают призывать духа Петра Нестеровича. Петр Нестерович былырын күнсүрүттен алтыне 13 күнүгөр барбыта баалста калеңген бей вопростар бытыр хоройдонду. Дух не заставляет себя долго ждать и приветствует ребят. Но как оказалось, это Сарелл прикалывается над ребятами. Марина обижается и идет переписываться со своим парнем. И в этот момент уже сам Петр Нестерович начинает проявлять активность. Петр Нестерович келбеп боллаккана дырова денге бар. Петр Нестерович келбеп боллаккана баалста дырова денге бар. Тахала боланы. Чулага карыш. Каталатын да. Билесиде келбеп бодакта. Тагатын битти. Тагалжыды. Би тагылыр битти, битти. Ben саклылыран. Ben онумна сотой гарал жерал жеп. Бете деме. Все, меня это заебало. Опас, Марина! Да, Сарелл, блять, хайдак был. Блять, мимо на были сюда, будем заебал. На ровном месте девчата начинают ссориться. И похоже, духа это раздражает. Петр Нестерович наконец приветствует ребят и отвечает на первый вопрос. Охуенно, братан! Индинда, конечно, дух отвечает, что плохо. Затем один из ребят в шутку спрашивает: Сарелл кахан кирген такыр. Жалны мар эди. Нет. Мен айтылган. Но даже когда вопрос задают правильно, ответ остается тем же. И Марина спрашивает причину, на что Петр отвечает: лер. Сарелл, чтобы убедиться в присутствии духа, спрашивает, в каком направлении он находится. Как оказалось, дух отчима вовсе не хочет отвечать на вопросы, а хочет, чтобы его боялись. Сарелл то ли по глупости, то ли от страха просит доказать присутствие Петра Нестеровича. И в этот момент начинается лютая дичь. Испуганные ребята пытаются отправить духа обратно, но Петр отказывается уходить. Леша ломает дверную ручку и со злости кидает ножницы прямо в глаз Марине. Что, блять? Индинда, это, конечно, влияние Петра. День-два раза вот это упражнение делать, позвоночник не будет болеть. Спасибо, блять, больше не болит. Из-за опрокинутой свечки возникает пожар, и приемная дочь Петра видит сквозь огонь духа отчима. Здорово, падчерица. Что-то здесь прохладно, давай-ка я сделаю потеплее. Так-то лучше. Думаю, объяснять не надо, но вкратце скажу.
Петр Нестерович, воспользовавшись случаем, восстает из ада обратно в наш мир. И мы переходим на вторую историю. Двое охотников просыпаются после жесткого бухича. И, видимо, бухич был такой жесткий, что герои даже не помнят, что было вчера. Борис, не найдя заначки для опохмела, выходит во двор колоть дрова. В этот момент к нему подходит странный незнакомец и задает пару вопросов. Выходит Аял и выгоняет незваного гостя. Затем ребята думают над тем, что же все-таки было вчера. Вдруг срабатывает сигнализация автомобиля. Аял ее выключает, но она срабатывает повторно. Открыв дверь, он замечает, что день сменилась ночью, а во дворе разговаривают люди. Затем уже, видимо, в головах героев доносится их собственный голос. Кто-то всеми силами пытается открыть дверь, но Аял его удерживает и просит друга нести ружье. И в этот момент во времянку заглядывает сам Аял, но уже мертвый. На какой-то день их тела находят, и нам становится ясно, что, напившись, Борис вспомнил обиды и пристрелил Аяла, а затем и себя. Ну а теперь я попробую объяснить, что произошло в мистической части этой новеллы. Герои не понимают, что умерли из-за сильного опьянения и попадают в чистилище. В то же время их измученные души пытаются убедить себя в том, что пока они не примут смерть, из этого места не выбраться. Но каждый раз желание жить берет верх, и все начинается заново. Ведь в трезвом уме они бы и не подумали убить друг друга. Но на этом еще не все. Как вы думаете, кто это был? А это был Петр Нестерович. Что? Вначале эта теория отлетела, так как Леша из первой новеллы говорил, что они перестрелялись недавно. А значит, события второй истории происходят до призыва Петра. Но в чистилище нет строгого понятия времени, и скорее всего они крутятся без конца по кругу. И в какой-то момент Петр Нестерович вполне мог к ним заглянуть. Тем более он единственный, кто может с ними разговаривать. Да и вопросы становятся логичными. Почему не ушли? Видимо, хотел узнать, как они не попали в ад. Третья история про монтажника камер наблюдения, который приехал в деревню по работе, но с опозданием, и поэтому теперь ему придется продержаться 5 ночей в этом здании, втыкая в монитор и наблюдая за аниматрониками. Индинда. На самом же деле все просто, но очень затянуто, так что перескажу вкратце. Парень заходит в сторожевую комнату. What the fuck are you doing here? Я пришел настраивать камеру. Давай показывай. Okay, follow me, bitch. Сторож показывает ему камеры, затем дед говорит. Чего? Да, бля, айда сахлай, да, работа сахлай, да, да. Филипп, надев наушники, идет устанавливать камеры и чуть не падает со стремянки. Затем слышит хлопок двери, идет туда, и вдруг его телефон вибрирует самым громким способом. Оказывается, это написал его коллега. Починив все камеры, начинает хавать дошек и переписывается с той самой Мариной из первой новеллы. Затем он замечает, что кто-то вывел из строя те же камеры. Идет искать причину и понимает, что он здесь не один. Бежит обратно, берет палку и идет искать еще раз. Опять ничего не находит. При возвращении в кабинет он замечает на камере тень, которая быстро направляется к нему. О, курва! Подставляя жопу, он решает подключить одну из камер, чтобы увидеть его через монитор. И его всасывает. А если серьезно, то все примерно так же, но в разы длиннее и утомительнее. Ну а теперь пора объяснить, что за монстр это был. Это был Петр Нестерович. Это был SCP-106, то есть старик.
Он также имеет темный оттенок, гуманоидный вид, воняет гнилью, все жертвы разлагаются, а самое главное, он существует в двух пространствах. Так что я думаю, создатели вдохновлялись именно SCP. И на этом еще не все. Кто это? Напишите в комментариях, как вы считаете. Наконец мы переходим к последней истории. Там нам показывают парня, квартира которого загорелась в первой истории. Он занимается продажей угнанных машин. А, кстати, здесь есть камео Кардана. Ему предлагают съездить в Ленск, чтобы впарить очередную машину. И по пути его машина ломается. Вечером, так и не дождавшись других водителей, он замечает избушку. Подобрав пистолет, решает пойти погреться. Но дома никого не оказывается. И так как стол накрыт мясом и водкой, он начинает есть. Наевшись до отвала, он идет спать. И через некоторое время он просыпается от чьего-то присутствия. Это оказывается молодая девушка. Герой объясняет обстановку и начинает есть. Уронив в столовый прибор, он замечает, что у хозяйки вместо ног копыта. От страха он чуть не достает пистолет, но понимает, что это ему показалось. Выходит на улицу проветриться и видит проезжающий мимо автомобиль. Пытается его остановить, но не успевает из-за боли в животе. Он проблевывается и возвращается в дом, но в доме никого не оказывается. И вдруг из угла нападает девушка, принимая облик монстра. Герой отстреливается и роняет фонарик, пытается его достать, и его затаскивают в погреб. Затем, видимо, и оператора. На самом деле, эта история широко известна в Якутии, но чуть по-другому. В рассказах героем всегда является некий якутский писатель. Не помню, кто именно. Так вот, он ехал в какой-то поселок. Некоторые говорят, он ехал аж в Москву. Заблудившись, он не успевает доехать к вечеру и встречает у себя на пути девушку. Девушка говорит, что идет за своими коровами и предлагает переночевать у нее дома, которая находится поблизости. И говорит, что приготовила пирожков. Путник соглашается и заходит в дом. Откусив кусочек пирожка, он вспоминает, что забыл по обычаям сперва дать поесть огню из печки. Выполнив обряд, он вдруг слышит у себя в голове голос огня, который в благодарность открывает секрет той самой девушки. Оказывается, эта девушка Деретенник. Это неупокоенная душа, переродившаяся в монстра, с копытами вместо ног. Так вот, огонь говорит ему не паниковать и действовать по плану. Когда девушка приходит домой, то спрашивает, почему он так и не поел. Писатель говорит, что ждал ее, так как не хотел трапезничать в одиночку. Ведь у него есть небольшой презент. Герой выходит во двор и, немного ослабив привязку, достает из сидельной сумки бутылку водки. Писатель начинает напаивать хозяйку, а сам, не подавая вида, пьет меньше, чем она, и остается в трезвом уме. Напившись, хозяйка отключается, а писатель, попрощавшись с огнем, убегает из этого места. И, проехав на коне достаточное расстояние, оборачивает свой взгляд и видит большое непонятное пятно, которое неразборчиво говорит, что смерти ему не миновать. Так и вышло. Писатель умер спустя какое-то время, и скорее всего это из-за того самого куска пирожка. Надеюсь, я все угадал и объяснил сюжет фильма правильно. А лично мне понравилась вторая история, именно из-за актеров, которые очень убедительно сыграли. Глядя на них, начинаешь за них переживать, а в конце задаешься вопросом, что будет с ними дальше. На этом все. Еще и байтик.